Добрый вечер, друзья. Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингурский боксер Хамзат Фаргиев выиграл два боя, выступая в составе национальной сборной России в международной матчевой встрече между сборными командами России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и сборной Санкт-Петербурга. Первый бой Фаргиев выиграл у представителя Беларуси единогласным решением судей со счетом 5:0. Победу во втором бою наш спортсмен забрал у соперника из Узбекистана. Исход боя такой же, как и в первой встрече. Впереди нашего боксера ждет еще три боя. Соревнования проходят в городе Санкт-Петербург и продлятся до 22 февраля. Ингурский грэплер Ислам Албагачиев и Адам Аздоев отлично выступили на престижном турнире «Рок-н-роллинг» по-питерски 15.0. Ислам Албагачиев завоевал золотую медаль ноги и серебро в ГИ весовой категории до 85 кг среди экспертов. Не менее впечатляющее выступление показал и Адам Аздоев, который завоевал серебряную медаль в ГИ весовой категории до 38 кг среди белых поясов. Отмечу, что более 500 спортсменов оспаривали звание чемпиона. Ингурские спортсмены стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Кутузова». Чемпионом весовой категории до 97 кг стал Адлан Амриев, а представитель клуба Ади Ахмад Исмаил Барухоев стал серебряным призером. В соревнованиях участвовало более 200 атлетов из России и других стран, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Турнир проходил накануне в Суздале. А теперь немного о футболе. Крайне результативным и богатым на трофеи получился сезон ветеранского турнира для нападающего футбольного клуба ветерана завода Ахмеда Падиева. В чемпионате он проявил себя как голеадор и распасовщик. С 31 голом он стал лучшим бомбардиром первенства. Голевых передач у него набралось 25. Отмечу, что это также лучший результат в чемпионате. По итогам сезона Ахмед стал зимним чемпионом Ингушетии среди ветеранов и обладателем ветеранского кубка. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.